Добрый день, уважаемые земляки, все, кто присутствует и слушает нас. Это выдающееся событие, что здесь, в Москве, открывается аудитория имени Гасана Аль-Кадари. Когда был замысел этот, это было, по-моему, около 3 лет назад, если я не ошибаюсь, или, может быть, чуть меньше. Мы уже встречались и имели возможность говорить о Гасане Аль-Кадари. А за это время нам понадобилось время, по крайней мере, 3 года с тем, чтобы издать книгу Гасана Аль-Кадари «Диван Аль-Мамнун», которую сегодня я могу вам представить эту книгу. Я не знаю, если вы видите, так она выглядит. Она, видите, она так оформлена. Здесь орнамент лезгинского ковра. И здесь есть и вид его. Вот так он выглядит. Гасан Аль-Кадари — это действительно был выдающийся ученый, богослов, историк, поэт, просветитель. Пожалуй, вторая крупная фигура в интеллектуальном ряду лезгинских интеллектуалов XIX века. Вторая после, конечно, Магомеда Ярахского. Аль-Кадари до сих пор знали по его книге «Асали Дагестан». Это первая история Дагестана. Но кроме того, у него есть еще 2 опубликованных и на арабском языке книги в 1913 году «Диван Аль-Мамнун» и «Дирам Аль-Мамнун». Они нам недоступны, даже тем, кто знает арабский язык, тоже потому что является большой редкостью, библиографическая редкость. И мы задумали перевести одну из этих книг «Диван Аль-Мамнун» на русский язык. 3 года работали над этим проектом. Здесь стихотворники сочетаются с прозаическими, и описывается вся жизнь Гасана Аль-Кадари. Но вся жизнь, он известно родился в 1834 году и умер в 1910 году. Вся жизнь, он находился в центре всех общественных событий второй половины XIX века, имел обширные связи с интеллектуальными кругами в Дагестане и за пределами Дагестана, был и таким администратором, был наибом Южного Табасарана. Эту книгу он начал писать в 1897 году и уже писал до конца жизни. Так эта книга, она представляет собой изложение его собственной истории на фоне жизни Дагестана и прежде всего, конечно, лезгинского народа в течение его жизни во второй половине XIX века. Сие представляет собой, во-первых, переписка с известными людьми, отклик на важнейшие события, которые были, много духовных стихов и так далее. Так эту книгу переводил доктор философских наук, это доктор философских наук Насыров Ильшат, который прекрасно является знатоком арабского языка и в то же время философ, то есть знает сам предмет.
перевод этот, который он осуществил, потом проверялся, вот, и лицензировался научными работниками и из Дагестанского научного центра, и московскими учеными из Института востоковедения. Вот. Насыров же дал комментарии это своего перевода, и в этом смысле это такой хорошо подготовленный перевод, подготовленный сборник. И предисловие к этой книге написали Насыров вместе с Аликберовым, Аликбером Голобековичем, ныне уже директором Института востоковедения. И вышла эта книга тоже под эгидой Института востоковедения. И издавалась она в издательстве «Наука», значит, в московском издательстве «Наука». Вот. Что касается этой книги, она, конечно, представляет, несомненно, исторический интерес, как свидетельство, значит, эпохи. Кроме того, это в подлинном смысле, можно считать, является энциклопедией культурной жизни Дагестана этого периода. Там дается сведения о важнейших исторических и культурных событиях. Сотни имен там представлены. Вот. Но эта книга имеет, конечно, не только такой исторический интерес. Я думаю, что эта книга является ценной и для всех образованных дагестанцев и прежде всего лезгин. Я вот как бы предварил эту книгу небольшим своим вступлением, которое я так и назвал «Уроки Гасана Алкадари». Вот я задался над вопросом, собственно говоря, больше 100 лет прошло, как нету Гасана Алкадари с нами. За это время многое изменилось. Прошла целая эпоха, вот советская эпоха в жизни Дагестана. Сейчас наступила новая эпоха. И что, собственно говоря, для нас может значить Гасан Алкадари? Сохраняет ли он какое-то живое, актуальное значение? Вот этот вопрос меня интересовал. Этот вопрос, конечно, меня интересовал еще и в личном смысле, потому что Гасан Алкадари — это мой предок, он является братом моего деда. Значит, у него родословная такая. Значит, он является внуком по матери Магомеда Ярахского. И учился он у своего отца. Это тоже очень крупный ученый, выдающийся знаток Корана. Вот, Абдулла, который был учеником Магомеда Ярахского. И не только Магомеда Ярахского, он был учеником и других выдающихся ученых того времени. И вот Гасан Алкадари был сыном Абдуллаха, и второй сын его, Гусейн, вот это уже мой дед. Вот такова у нас моя родственная связь с ним. И меня как внука, конечно, тоже интересовало, значит, как вот, что для меня, вот человека, который вырос здесь, в Москве, в русской культуре, кончил Московский университет, состоит в Российской академии наук, вот, является, в общем-то, свободомыслящим человеком. Вот, что может для меня значить именно, и могу ли я разговаривать с ним, могу ли понимать его, вот, моего деда, который, конечно, был таким правоверным
мусульманином, выдающийся богословом, у которого, который жил совершенно в другую эпоху. Вот этот вопрос меня интересовал. И я думаю, что этот вопрос, конечно, должен интересовать и всех. Ведь правоверные мусульмане ориентируются в современном мире, где есть много людей, которые придерживаются других верований. И его способность быть уважительным и благожелательным к другим верованиям является свидетельством искренности его собственной исламской веры. Словом, это довольно современная фигура, и я думаю, что и в рамках самой этой аудитории, и в рамках большой культурной работы, которую ведет ФЛНК, как будет у нас еще возможность, может быть, специально поговорить об этой фигуре Гасана Аль-Кадари, и в частности об этой книге и о самом человеке в связи с этой книгой.